Здравствуйте, в эфире программа «Акцент», в студии Артемий Грошев. И сегодня у нас в гостях координатор социального проекта «Терчи» Титова Антонина Степановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Титова Антонина Степановна родилась 3 сентября 1960 года в селе Эльгай Сунтарского района ЯССР. Окончила Сангарскую среднюю школу номер 1. Выпускница физического факультета Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова. По специальности преподаватель физик. Член президиума Якутской городской думы. Заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту. Член постоянной комиссии по развитию пригородных территорий агропромышленного комплекса. С ее участием в Якутске проводятся благотворительные акции помощи онкобольным, ветеранам, сиротам, многодетным семьям. В настоящее время является куратором социального проекта «Терчи», который был создан в 2013 году по инициативе Якутской городской думы. Расскажите, пожалуйста, о социальной гостинице, которая открылась в 2015 году. Какова ее главная цель и кто главный посетитель гостиницы, так скажем? В 2015 году была начата реализация проекта «Социальная гостиница». Сейчас этот проект называется «Временный приют для женщин с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию». И этот приют, услугами этого приюта могут воспользоваться семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Это женщины с детьми, которые пострадали от домашнего насилия, это погорельцы, и это семьи, пострадавшие от стихийных бедствий, от наводнений и так далее, тем, кто временно оказался без крыши над головой. Кто чаще всего пользуется услугами гостиниц? Но больше всего, конечно, и по жестокому обращению в семье, а также по разным причинам люди остались без крыши над головой. То есть это может быть люди снимали жилье, молодая семья, или люди приехали с улусов, работают здесь, дети ходят в школу, но тоже опять же снимают жилье, потом разлады в семье, и все, женщина с ребенком, с детьми остается на улице. То есть, к сожалению, как показывает в нашем случае, мужчины в этих семьях не несут не чувствуют большой ответственности за свою семью. К вам приходят женщины, пострадавшие от домашнего насилия, с детьми даже, то наверняка им оказывается какая-то дополнительная психологическая помощь. Можете об этом рассказать? Совершенно верно, потому что приют, он не только предоставляет крышу над головой, как я сказала, но и предоставляются услуги юриста, психолога, социально-педагогические услуги, и это все для семей бесплатно, безвозмездно. Как производится заселение в эту гостиницу и что требуется от людей, оказавшихся в трудной ситуации, которые приходят к вам? Действительно, спрос большой, к сожалению, и для того, чтобы воспользоваться услугами временного приюта, необходимо ходатайство от органов профилактики. Наша общественная организация, она очень тесно сотрудничает с органами профилактики. Это комиссия по делам несовершеннолетних, это управление соцзащиты, с другими общественными организациями. Но я вообще считаю, что реализация социальных проектов, особенно связанные с оказанием поддержки семьям, она невозможна без поддержки, во-первых, администрации города, и вообще социальные проекты такие, на мой взгляд, успешно реализуются только в случае, когда много людей, много организаций вовлеченных. Очень много людей помогают таким семьям одеждой, питанием, благотворительностью. Сколько людей
обращалась к вам за помощью? За почти 3 года услугами, ну, я вот все-таки говорю временного приюта, да? Временного приюта воспользовалась более 100 семей, почти 300 вообще в количественном, и взрослых, и детей. И я думаю, что, к сожалению, опять же, на сегодняшний день необходимость существования такого приюта, она есть. И наша общественная организация, вот первыми мы реализовали проект, который помогает не отдельно детям, отдельно взрослым, а вот вместе, ну, в семье, комплексный такой. Такая помощь вообще всей семье, взрослым и детям. И если говорить о том, что, конечно, в перспективе нам бы очень хотелось, чтобы этот проект продолжался, потому что необходимость в нем для города и даже для республики, она есть, она существует. И, кстати, очень много обращаются из улусов, но по условиям проживания во временном приюте у нас все-таки, поскольку деньги идут из городского бюджета, то есть оговорка проживающие в городе Якутске. Вы планируете расширять, допустим, сеть гостиниц, сделать? Для всех желающих, кому это интересно, кому это важно, со всеми мы общаемся, делимся своим опытом, потому что вот такой временный приют, я вот сказала, что он вообще в республике единственный пока, приют, который оказывает помощь семье. И, конечно, со многих улусов обращались по поводу организации вот такого приюта, и как это можно сделать. И, конечно, мы открыты, мы всегда с удовольствием делимся информацией, опытом, потому что такие приюты, они, ну, я думаю, что они нужны везде. Везде есть люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И я не скажу, что это люди асоциальные или еще что-то. Это могут быть и полные семьи, это могут быть, ну, вообще нормальные, хорошие семьи, но просто в силу разных причин, ну, я думаю, что никто из нас не застрахован от того, что, ну, какие-то ситуации могут в нашей жизни происходить. Можете рассказать, какие еще возможности есть у вашего центра? Есть такие направления работы в нашем центре, как кабинет психологической помощи, юридической помощи для, ну, в том числе и по семейному праву, кабинет детского развития, школа для родителей, кабинет продленка, но это не вечернее время, а именно после школы детки приходят. Вот. И когда центр открывался в 2013 году, это было кабинет психологической помощи, юридической помощи, а потом появлялись новые проекты, и в центр торчим в основном это вот семьи многодетные, это могут воспользоваться услугами, которые, кстати, все тоже на безвозмездной основе. Семьи, в которых родители, один из родителей с инвалидностью, или в семье, где дети с инвалидностью. И знаете, вот я считаю, что очень важно, что люди приходят не только, ну, в ожидании, что они получат поддержку, но и с готовностью сами помочь Да, то есть другим. изменить свою жизнь, получается, к лучшему. Ну и в том числе поддержать и других, которые, ну, так же, как они пришли в этот центр. Поэтому, вот, скажем, если говорить о временном приюте, мне всегда, я точно знаю, что наступает такой период в проживании. Кстати, проживание у нас до 3 месяцев, да, женщины знакомятся, дети знакомятся вместе, общаются, играют, да, и наступает период, когда вот они уже друг другу помогают.
они уже готовят как на большую семью, да, вместе садятся ужинать, обедать. Ну вот, кроме этого, организуются для семей какие-то вот отдых такой в театры, в цирк, за что мы очень благодарны, конечно, руководству и цирка, и центров Ну, то есть тоже развлекательных для оказывают детей. активную поддержку. Да? Да, да. Спасибо, Антонина Степановна, за беседу. С вами была программа «Акцент». До новых встреч.